Под ритмы ингурской лезгинки маленькие джигиты и горянки открывают мероприятие. И пусть в таком юном возрасте им трудно передать всю грацию национального танца, их уверенные движения радуют глаз. Отмечать День джигита в детском саду – ежегодная добрая традиция. К этому мероприятию юные непоседы готовились не один день. Репетировали танцы, песни, шили костюмы и разучивали стихи для своих друзей юных джигитов. Ты джигит, а это значит храбрость бьет в тебе фонтан. Пусть в делах царит удача и сбываются все планы. Кровь горячая, пусть в венах, как вулкан, кипит мощнейший. Джигит — это храбрость и буйная сила. Джигит защитит любого врага. Взглядом своим, что темнее, чем чернила, посмотрит и сгинь ненасти пурга. И хотя еще не все понимают значимость национального праздника, мальчики довольны. День джигита, праздник тахан. Фотографии дохар. Диктор праздник. Играли тахан, да, башня. Это есть. На праздник джигитов пригласили родителей. Амина Карданова не отрывает взгляда с детей. Пропустить мероприятие, в котором ее сын принимает участие, просто не могла. Ведь это его первое выступление, и волнение побороть непросто. Очень понравилось. Очень красивое выступление. Это память о нашем прошлом, о наших старших, чтобы дети помнили, не забывали свою историю. Джигит является олицетворением храбрости, мужественности, честности и рассудительности. Программа, подготовленная организаторами, призвана в очередной раз подчеркнуть важность и значимость этих качеств, проявить уважение и почтение к мужчинам. Берец и дух национальности же в Северной Кавказе, ляца дагестанцы же, осетины же, войнах, волгы, нухчи, дух камждатха, детские садики обучаться держь. Цан интерес был, чтобы показать вейдолждл ада, это же менталитет, мштхалдиз, как наша республика возрождалась, с чем удахам хейтчет хундик, это же садоха цохитя я мероприятие, это ган ахдахар. День джигита отмечается в республике ежегодно в первый день весны. Хоть это и не официальный праздник, он ежегодно набирает популярность благодаря верности традиционным ценностям. Малика Измайлова, Адам Далаков, Новости 24.